Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за вашу подписку. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой договор подписали ваши души? Пожалуйста, подумайте о любимом мужчине. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Какой договор подписали наши души? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой договор подписали ваши души. О чем этот договор и какой он в исполнении. Так, ну что, мои дорогие, здесь, конечно, главное лицо – это вы. Смотрите, девушка, главное лицо, главная роль. Мужчина как фонарик. Фонарик, который нуждается постоянно, не знаю, подзарядке, что ли. Да. А здесь однозначно вы сила, вы мощь. А эти отношения держатся исключительно на вас, на вашей доброй воле, на ваших чувствах, на ваших эмоциях, на вашей любви. Мужчина, конечно, идет слабоват. Слабоват, как ни крути. А знаете, что я вам скажу? Этот ваш союз, он выглядит кармическим, потому что у вас здесь две луны идут. То есть это явно карма, мало того. Это не первое ваше воплощение, когда вы вместе. Возможно, в прошлых жизнях вы уже были в отношениях, причем отношениях именно любовного толка. Почему? Смотрите, в прошлой жизни, скорее всего, мужчина как-то за вас, я не знаю, пожертвовал, что-то для вас такое невероятное сделал, как-то вас спас, может быть, даже жизнь свою отдал. То есть здесь идет момент жертвы мужчины в прошлых воплощениях, в прошлых жизнях. То есть даже, возможно, ситуация была в другом формате, да, например, вы были женщиной, а он был вернее, вы были мужчиной, а он был женщиной. То есть здесь какой-то другой момент, да, когда мужчина чем-то очень конкретно пожертвовал собой. Мне больше идет как именно жизнью. Не зря здесь лампа носиком смотрит в его сторону. Понимаете, жертва была с его стороны. С вашей стороны здесь развилка, да, и кость, а с его стороны это носик лампы и дух. Понимаете? 100% в прошлой жизни либо у вас был ваш союз был диаметрально противоположным, когда мужчина безумно вас любил, а вы там с ним играли, какие-то, может быть, там, ну, козни строили, как-то себя вели не очень красиво. А в этой жизни вы как будто бы поменялись местами. И в этот раз мужчина отыгрывает и добирает все то, что не получил ранее. А вы согласны, потому что, как говорится, за вами, мои дорогие, должок, который нужно оплатить. Вот такая идет ситуация. Кто в сложных, невероятно сложных, тупиковых отношениях, когда тяжело вместе и врозь никак, когда тянет, безумно тянет, невозможно избавиться от этой зависимости, там вы его выгоняете, он возвращается, вы прощаете, да, либо мужчина там, например, женат, да, но с вами встречается, то есть и вы его ждете, годами ждете. Знаете, мои дорогие девочки, это не случайная ситуация, и все не просто так. Это именно ситуация того, что вы отдаете этому человеку, этой душе должок. Должок за прошлой жизни. Да, выглядит несправедливо, потому что вы не помните, что было в прошлой жизни. Но я вижу, что здесь карма идет, карма. И по всем параметрам вы, смотрите, вот она, вы видите, вы держите эту карму в руках, вы пытаетесь ее пройти. Мужчина больше, знаете, как потребляет. И здесь то же самое, да, вот именно в космическом формате вы масса, вы сила, и вы закрываете собой его. То есть его вложение в ваши отношения не минимальное. Мало того, здесь у вас идет коса и меч, когда вы боретесь за эти отношения, когда вы боретесь за этого человека. А у него, смотрите, идет каблучок, ножка, да, причем вот каблучок смотрит вверх.
То есть он такой: хочу приду, хочу уйду. То есть, на мой взгляд, эти отношения сложные. Вот как хотите, сложные, качели, маятник, вот как ни назовите, да, они легче от этого не станут. Но фокус, фишка в том, что это договор изначально был подписан вашими душами. И то, что вы, как ни крути, к нему привязаны, намертво прибиты, пока договор не будет исполнен, пока долг не будет оплачен. Вот какая ситуация идет. Да, мои милые, попали вы с этим мужчиной, но попали вы гораздо раньше, чем сейчас, да, и гораздо раньше, чем это воплощение. Так, ну, я могу в утешение лишь только сказать, что в прошлых жизнях вы достаточно хорошо отыгрались на этом человеке, на его душе, достаточно ее там потерзали, помучили. Так что, как говорится, знаете, что вы уже наперед отомщены, получаетесь этому человеку. Так, что еще важное я вижу? Ну, мужчина обещает давать вам какие-то яркие моменты, баловать вас своим вниманием, баловать своей любовью. Знаете, вот он умеет на вас влиять, очень сильно на вас влияет и влияет всегда так, знаете, вот прям либо до боли, либо до безумного, не знаю, радуги какой-то, да, какие-то чувства, ощущения у вас прям от него, такие аж покалывания в кончиках пальца, настолько вот он умеет вас завести, то есть он умеет доставлять вам радость и счастье. Он мастерски это делает. Почему не делает это часто? Да потому что ну, карма тогда не исполнится. Понимаете, он по неволе иногда вас обижает и мучает, потому что на него это давит. Его, знаете, как, ну, как под колпаком, да, он под колпаком, он не может проявить именно свою суть, свои чувства. Мужчина любит, ему очень больно, когда он вас обижает, даже я бы сказала, что больнее, чем вам. Вы можете сказать, что ерунда, неправда, а я вам скажу, так и есть, только выразить он это не может, потому что тоже не понимает, да, что его заставляет вести с вами именно такую игру, назовем это, да, в таком формате с вами быть. Я вижу, что вам нелегко, очень нелегко. И много раз, возможно, вы пытались уйти из этих отношений, порвать эти отношения, выйти. Возможно, даже люди расходились, потом заново сходились. Вы у меня в горизонте лежите. Вы человек, который не может повлиять на ситуацию. Кто может повлиять? Мужчина. Если мужчина захочет все остановить, то значит карма будет пройдена. Это он откажется, а не вы. Поэтому, мои дорогие, с вас, как говорится, взятки гладкие, а мужчина сам себе, скажем так, петлю повесит. Я не вижу, чтобы он на это решился, потому что ему в этой жизни не так тяжело, как вам, да, потому что это все терпимо для него. Знаете, я даже больше вам скажу, что если между вами будут и дальше продолжаться какие-то споры и ссоры, то у него, но я не буду говорить запасной вариант, но вот такая возможность, вот она, дама, вырисовывается, да, которая там сзади может подкрасться незаметно и как-то вот мужчину к себе расположить. Так что, мои милые, будьте аккуратны в этом плане. Карма все-таки, видите, идет в вашу сторону крыша дома наклонилась. То есть вам придется все нести. На вас лежит весь груз ответственности. Семья, дети, быт, не знаю, там попросить первое прощение, там простить лишний раз, там, не знаю, все для него сделать. А он чувствует себя достаточно вольготно и свободно. Это все потому, что вы в прошлой жизни все-таки, мои дорогие, провинились. Не задавайтесь вопросами за что, почему. Не думайте, что ну, там пройдет 5-10 лет, он поменяется. Нет, не поменяется. Каким был, таким останется. Карму нельзя отменить, карму нельзя там продать, подарить. И кто бы вам что ни говорил, это невозможно. Свою карму нужно исполнить, ее нужно пройти, обнулиться. Вот это возможно. Что требуется от вас? Жертвенность, требуется от вас покорность, терпение, молчание, принятие. От вас требуется принятие. Принятие того, что происходит. Хотите закончить свою карму вместе с ним? Тогда принимайте. Принимайте его не как мужчину, который вас обижает, не как мужа, который, ну, скажем, гулёна, да, а принимайте его как кармического учителя. У вас очень большой узел. Вот он в центре, видите? Огромный узел просто лежит. И смотрите, даже если посмотреть на этот узел, у мужчины практически-то ничего нет. Да, у него тут гладенько, это у вас идет вот это вот
вся суть, да, вся суть, весь вопрос, эти уроки у вас именно идут, которые нужно проходить, мои дорогие. Вот вы ученик, он учитель. Вот такая ситуация. Так что если отношения ваши нелегкие, сложные, понимайте, что в этом виновата именно карма. Мужчина свободен в этих отношениях. С его стороны вот лодочка с парусом. А вы к мечом, понимаете, вы на мече, на острие. Вы всегда будете на острие в этих отношениях. Как говорится, покой нам только снится. Мои милые, как прогноз на будущее, я сейчас посмотрю для вас, какой может быть прогноз, какое будущее у вас может быть. Давайте посмотрим, какой прогноз, какое будущее может быть, прогноз для вас. Так. Ну, я вижу, что очень тяжело. Тут прям со скрипом все идет, со скрипом вы не выдерживаете давление. Смотрите, вот вы сидите в коленопреклонной позе, у вас в руках то ли меч, то ли нож, и вы взываете к высшим силам, вы говорите: да сколько можно, я уже не могу, за что, почему? Мои милые, огромный вопрос, вот он вопрос. За карму, понимаете, за карму. Я человек, работающие с тонкими мирами, я эзотерик, клиентам тоже своим часто рассказываю, у меня тоже есть жесткая карма, и тоже прилетает, и тоже есть вопросы, потому что я тоже человек. Вот, понимаете, ответов нет. Ответ один – это карма, ее нужно проходить. Если вы откажетесь пройти эту карму, вы можете это сделать, вот она вы есть, с болью, с кровью оторвете этого человека от себя и пойдете в какую-то другую жизнь. У вас с этим человеком навсегда останется зацепка, привязка. Понимаете, вот те чувства, та любовь, которую вы испытывали именно с ним, ее вообще ни с чем сравнить нельзя. Никто и никогда больше такие чувства вам не подарит. И это навсегда останется в памяти вашего сердца, понимаете? Вы всегда будете сравнивать других мужчин с ним, и всегда другие мужчины, даже самые идеальные, будут проигрывать. То есть, понимаете, как хитро сделана эта карма? То есть ее хоть как ни крути, все равно нужно проходить. Если вы уйдете от этого человека, счастье женское свое, ну, скорее всего, вы не найдете, хотя бы, ну, в том формате, да, в котором мы все привыкли. Если вы останетесь, я вижу, что придется еще нелегко, придется, ну, побороться, принять, просто себя, не знаю, об коленку сломать, да. Но, поверьте, этот момент, он идет как исцеляющий, Потом в будущем я вижу у вас. Смотрите, чаша наполняется, и здесь два равных человека. Он равен, он держит в руках молот, как мужчина-добытчик, а вы, как женщина, вы держите в руках сердце. Добытчик и сердце соединяются, любовь и счастье в вашей жизни будет. Общая крыша, общее счастье. Мужчина берет на себя ответственность, он будет вас обеспечивать и будет давать вам крышу над головой. Он будет вас холить и лелеять, а вы будете его любить, рожать ему детей и ухаживать за ним. Вот такая идет ситуация. Мои дорогие, сразу скажу, кармические отношения никогда не бывают простыми, добрыми, понятными, счастливыми. Никогда. Они... не знаю, это как допинг, да, я не хочу пользоваться другим словом, но допинг, да, постоянно его хочется. И даже понимая, что он там опасный, вредный, ведет к каким-то нехорошим ситуациям, все равно мозг требует, да, организм требует, можно подсесть на него. Вот у вас кармические эти отношения, на которые просто вы подсели. Ну, а по-другому никак. Мои милые, утешайте себе мысли о том, что вы пройдете свою карму, очиститесь, и уж в будущей жизни обязательно будете абсолютно счастливой. И все вот эти непонятные мутности и узелки уйдут навсегда из вашей жизни. На этом, мои милые, все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.